Северную Осетию с рабочим визитом посетила посол Греции в России Екатерина Насика. Двухдневная программа пребывания посла в нашей республике насыщенная. Это и официальные встречи, конференции и посещение города Ангелов в Беслане. Также Екатерина Насика встретилась с главой региона Сергеем Миняйло. Детали у Алины Цгоевой. Посол Греции в России Екатерина Насика, опираясь на греческий этикет, который, кстати, во многом схож с осетинским, первым делом здоровается со старшими, фотографируется на память и коротко обсуждает предстоящую программу визита. Сразу из аэропорта едет почтить память погибших в Бесланском теракте. Это ее первый визит в город Ангелов. И мы находимся сейчас здесь для того, чтобы в том числе пообещать, что мы будем и впредь прилагать усилия для того, чтобы делать все, чтобы такие события больше никогда не повторялись и подобного рода действия бы пресекались на корню. Послу рассказывают о подвиге представителя греческого общества в республике. В 2004-м учитель физкультуры Иван Канеди до последнего спасал детей от террористов. Его именем назвали школу-интернат там же, в Беслане. Екатерина Насика подчеркивает, в посольстве Греции захотят познакомиться с учреждением поближе, а от себя лично оставила пожелания выпускникам в книге почета. Я хотела бы пожелать только радости, здоровья и процветания в светлом будущем. Прежде всего опираюсь на образование, чтобы мы становились все лучше и лучше. В целом же визит Екатерины Насика одновременно и рабочий, и торжественный. У посла запланированы как официальные встречи и конференции, так и участие в мероприятиях по случаю 200-летия с начала национально-освободительной революции в Греции. Наша работа – это ответ, реальный ответ всех наших шагов и действий. Когда мы не просто на словах, извините, а в конкретном деле показываем примеры единства и сотрудничества между собой. Потому что у нас мир между народами, и создали мы все условия вместе с вами, чтобы это было. О развитии сотрудничества Греции и Северной Осетии поговорили и на встрече с Сергеем Миняйло. Посол выразила готовность к реализации в республике больших проектов, которые на ее родине показали свою эффективность в сохранении греческой культуры среди молодежи. Например, в последние годы стало популярным проводить фестиваль греческого кинематографа. В свою очередь Сергей Миняйло заверил, что руководство республики всегда готово к взаимовыгодному формату общения. Ведь согласно официальным данным, в Северной Осетии проживает около 3000 греков. И несмотря на свою малочисленность, это общество бережно хранит богатые культурные традиции своего народа. Алина Цгоева, Марбек Дедикаев, Новости Осетии.